Друзья, всем привет, на связи, вы на канале, где мы, как правило, общаемся на моноколесную тему. И сегодня довольно-таки, наверное, будет странная для многих тема «Жизнь без моноколеса». Сразу хочу проговорить, чтобы многие из вас не питали надежды на какой-то познавательный информационный контент. Этот ролик, это видео чисто для фана. Тут одна вода и ничего более. Вот это поворот! Когда появляется моноколесо, когда райдер первый раз на него встает, то первые эмоции, первые мысли, первые слова – как я мог раньше существовать без него. Райдер описывает свои. Да, это куча видосов на YouTube. Если по запросу моноколеса вы вобьете, то будут одни хвалебные, не одни, но большинство хвалебных отзывов из формата «я почувствовал свободу в передвижении», «я почувствовал скорость в передвижении», я понял, что я везде могу успевать. Прямо сейчас, чтобы вы правильно понимали картинку, я иду пешком на своих двух и записываю аудиодорожку. Видеодорожку, которую вы прямо сейчас можете смотреть, она была снята днем ранее. И просто для вас вот такой вот ролик я наложил одно под другое. То есть, идя пешком, я размышляю по теме «Жизнь без моноколеса». Несмотря на то, что прямо сегодня мне нужно было посетить несколько локаций, но я специально не стал брать колесо, чтобы вспомнить то забытое чувство ходьбы по городу, передвижения в общественном транспорте. Итак, я подобрал для вас несколько пунктов, которые мне пришли в голову. Первое. Без моноколеса, передвигаясь по городу, передвигая в общественном транспорте, вы можете запрыгивать на любой бордюр, на любой парапет, на любую бровку без рук. Вам не нужно выключать колесо, вам не нужно учиться прыгать на нем. Вы просто поднимаете ногу и заходите на бордюр, пусть даже он 30, 40, 50 сантиметров. Точно так же и спрыгиваете. Вам не нужно думать, развалятся у вас стаканы в колесе, не развалится пластик корпуса, усилен он у вас или нет. Вы просто берете и заходите. Следующий пункт, который в Киеве, где я нахожусь, сегодня для меня стало, наверное, каким-то открытием, это количество парковок для прокатных велосипедов и для прокатных скутеров. Когда я двигаюсь на колесе, а как правило я на нем двигаюсь в подавляющем большинстве случаев, в 9 из 10 поездок 30 плюс, да, 30 км в час и больше, то я просто эти моменты, наверное, банально не замечаю. Сейчас, пока я шел к метро, количество парковок в тех местах, где их до этого даже не было, поражает воображение. И возвращаясь к вопросу развития велоинфраструктуры в Киеве, в Украине за последние несколько лет, это существенный, на мой взгляд, шаг вперед. И велоинфраструктура, на мой взгляд, это не только велодорожки, это еще и вот такие пит-стопы и возможность, выйдя с торгового центра или выйдя с метро, взять прокатный вел, взять прокатный самокат и доехать хоть домой, хоть в парк, хоть в магазин, хоть еще куда-то, куда тебе нужно. Следующий пункт жизни без моноколеса – это возможность увидеть все топовые рекламные новинки в мире техники, в мире школ английского языка и так далее, и так далее. То есть ты заходишь в метро, и на тебя со всех сторон, с 360 градусов начинают смотреть объявления, рекламные объявления, нерекламные, коммерческие, социальные, всякие объявления на эскалаторе, в вагоне метро, везде они на тебя смотрят. И ты, не прибывая, я, честно говоря, не часто, скажем так, езжу в общественном транспорте, не часто езжу в метро, и редко вижу туда какие-то вот социальные такие проекты, имеется в виду, если они афишируются, доносятся до людей только из вагонов метро. Пешком ты можешь просто ехать и наслаждаться тем количеством информации,
которая находится на стенах вагона метро. Жизнь без моноколеса – это свобода в одежде. Когда я, конечно, если вы катаете на моноколесе 5 км в час, вы никогда в жизни не надевали защиту, вы никогда в жизни не надевали шлем, и у вас даже нету никаких поползновений о покупке каких-нибудь защитных бронешорт, я уж не говорю про наколенники, налокотники и запястья, то, наверное, этот пункт не для вас. Но когда я выхожу на моноколесе, опять же, в 9 из 10 случаев, я как минимум сразу проворачиваю в голове ту одежду, которую мне не жалко будет убить. Ну, как бы, понятное дело, что если вы едете куда-то на дачу копать огород, да, или вы едете навстречу в деловом костюме, то одежда будет разная. То же самое на колесе. Когда я выдвигаюсь на моноколесе, эта одежда может кардинально отличаться от той одежды, если я этот же маршрут иду из точки А в точку Б не на моноколесе, а, допустим, пешком или в автомобиле. То есть на моноколесе одежда, скажем так, не парадная, и ее не жалко, ну, так сказать, подубить. Передвигаясь в общественном транспорте, живя жизнь без моноколеса, вы не скованы в одежде и в защите, которую я настоятельно рекомендую надевать при выходе на моноколесе. Следующий пункт жизни без моноколеса – это возможность увидеть городских сумасшедших. Я не говорю про бомжей и тому подобных, я говорю про людей, которые могут ехать в метро в тапочках. Я говорю про людей, которые, допустим, могут ехать в вагоне, петь песни, разговаривать с собой, разговаривать по виртуальному телефону, которого у них нету, которые разговаривают с какими-то вымышленными персонажами, которые, возможно, рядом с ними сидят. Увидеть таких людей, просто передвигаясь на моноколесе по улице, это сложно. Увидеть точно так же людей, которые, да, там на пересадочных станциях, музыканты и тому подобное, играют, что-то продают, тоже на колесе достаточно сложно. Следующий пункт, он больше, наверное, касается электричек и метро, потому что в автобусах, троллейбусах, фуникулерах и маршрутках я такого не вижу. Это продавцы. Продавцы всегда, я думаю, каждый из вас ездил в электричке на какие-то расстояния больше, чем 2 станции. Каждый из вас видел бабушек с пирожками, летом с мороженым, спички, брелки, какие-то салфетки, средства от тараканов, которые продают. Так вот, аналогичные люди иногда присутствуют в киевском метро. Я, честно говоря, от них уже даже отвык. Сегодня я вспомнил об этой касте людей. И, соответственно, раз они есть, то точно так же, как и с рекламными объявлениями, вы можете легко увидеть все новинки, продажи с рук. Все, что актуально. Но мы же с вами верим, что все, что они продают, это актуально на завтрашний день. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Следующий пункт жизни без моноколеса – это возможность помочь людям. Я не знаю почему, я знаю почему, потому что на колесе я еду не 5-10 км в час, а намного быстрее, но когда я иду пешком, то очень часто ко мне обращаются с каким-то вопросом. Вот если вы смотрели прошлый видеоролик «День вышиванки в Киеве», это было 18 мая, если не смотрели, обязательно посмотрите, всплывающая подсказочка или под видео будет ссылочка. Я, находясь на Почтовой площади, снимал ролик, только начался складывать, как сразу ко мне подошли люди, скорее всего, или туристы, или какие-то, и уточнили, где тут ближайшая станция метро. Вот когда я пешком, не бывает такого, чтобы кто-то что-то не спросил, не задал вопрос, что-то не уточнил. Поэтому подсказать людям, показать верное направление я только за. Мне это вообще не в напряг.
Следующий пункт – это физическая нагрузка. Да, на моноколесе, да, велосипед, да, электросамокат. Это тоже физическая нагрузка, но это своеобразная физическая нагрузка. Если даже велосипед это еще куда не шло, то на моноколесе, на мой взгляд, лично мое мнение, физическая нагрузка немного не та. Она более своеобразная и менее, мне кажется, менее полезна для человеческого организма, для коленей и для ног. Кто знает, кто не знает, кто слышал, кто не слышал, человек для поддержания своего здоровья, да и вообще просто настроения там, эмоционального, должен проходить в день 5-6 километров. Это около 7-9 тысяч шагов. При скорости 5-4 километра в час это примерно 1,5-2 часа времени, который должен человек проходить в день. Я, передвигаясь везде и всюду на моноколесе, честно, даже боюсь представить, сколько я прохожу в день пешком на двух ногах. Да, не нужно ходить далеко. Любой человек, наверное, который работает в офисе, он проходит дома по квартире, по комнате, наверное, больше, чем по паркам или по каким-то дорогам. Вышел из дома, сел на трамвай, доехал до метро, вышел с метро, перешел дорогу, попал в офисе сидит, вечером встал, сел в транспорт, доехал до дома, лег на диван. Все. Это плохо, это не полезно, да и в принципе и передвигаться в машине это тоже не очень-то и полезно постоянно сидеть. Поэтому руки в ноги, ноги в руки. И, наверное, все-таки нужно чередовать колесо и жизнь без моноколеса, передвигаясь пешком и выполняя норматив в 5-6 километров ходьбы в день. Друзья, вот такой вот коротенький видеоролик. Буду рад услышать ваше мнение. И вообще мне интересно, насколько насыщена ваша жизнь без моноколеса. Я не говорю про какие-то поломки, когда вы отдали в сервис и вынуждены быть без моноколеса. А в обычной жизни, когда у вас моноколесо целое, когда у вас есть дела, есть какие-то поездки, ходьба, магазины, пользуетесь ли вы такой прерогативой и такой возможностью выбраться, пройтись, пробежаться без моноколеса или все-таки нет? До новых встреч, в новых видосах. Всем пока!